Оркестры – участники фестиваля из разных регионов России, республик Саха, Якутия и Тыва, Иркутской и Костромской областей, Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области представили свое мастерство на центральной арене ВДЦ «Океан». Участники концерта исполнили разножанровые музыкальные произведения и композиции, как известные, так и национальные. У нас каждый день были общеобразовательные школы, потом мастер-классы с известными музыкантами, еще были репетиции по вечерам. Каждый день выступили мы, я считаю, что мы очень хорошо, так как у нас были в программе «Тувинский марш», тувинская народная песня «Това Черде» с горловым пением, и у нас современная песенка «Слоненок». Вот известные такие произведения, поэтому люди встречали на ура. Конечно, уровень детей, так как мы школа специализированная, школа искусств у нас хорошо. Все мы собрались и выступили хорошо. Духовой оркестр Иркутска мне очень понравилось. Оркестр Саха Якутия очень хорошо выступили. У них высшая школа музыки, поэтому они хорошо играют. Мы в 2019 году участвовали в сводном оркестре Сибири. 6 учеников, а сейчас у нас свой оркестр. Планируют в следующем году. Такие фестивали проводятся уже в Артеке, в Орленке, а в Океане уже второй раз. Мы планируем Артек. В состав оркестра входят юные музыканты-духовики из Республиканской школы искусств имени Кенденбиля, Кызыльского колледжа искусств имени Черголола, детской школы искусств села Хуваксычи Дыхольского Кажуна. Чтобы попасть на завершающий этап фестиваля ВДЦ «Океан», оркестр под управлением Азиан Ундар принял участие в заочном отборочном туре, где стал одним из лучших. Впечатления очень незабываемые. Я вообще не верила, что могут туда съездить. Это просто мои последние дни. Последние годы, и я очень рада, что могла посетить это место. Там просто очень красиво и вообще не передать такими словами. Очень много с ребятами познакомились, особенно с якутами. Мы нашли там очень много друзей, и они в конце даже плакали. Не волновались, потому что дирижеры были очень хорошими, они относились к нам очень хорошо и уважали, поэтому мы вообще не волновались. Впечатление очень хорошее. Я очень обрадовался, когда сказали туда полететь. Я играю на ударных инструментах. Инструменты тяжелые таскать туда-сюда? Да, очень. Сколько килограммов? 8. Мне понравилось море. Мы там плавали. Дни очень жаркие. В течение трехнедельной творческой смены 30 юных духовиков Тувы ежедневно оттачивали мастерство исполнения и наслаждались уникальными природными красотами Дальнего Востока. Ребята получили бесценный набор теоретических и практических знаний от ведущих специалистов в сфере духового исполнительства, среди которых был и президент Ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова Михаил Брызгалов. Родители юных музыкантов, конечно же, поддерживали и болели за своих детей. Мы сегодня встречаем наших детей. Я сегодня здесь как в качестве родителя, потому что моя старшая дочка играет в сводном детском оркестре на флейте. Пришли их встречать, очень рады, ребятишки очень довольны. Они узнали очень много нового, отдохнули перед учебным, перед учебной сессией. И она, первый раз ездила, очень много спрашивала у меня, потому что я сама ездила туда отдыхать. Это было в 2001 году. Сначала звонила, говорила, что хочет домой. Это изначально период адаптации. Но последние 2 дня она мне позвонила, сказала, что не хочет уезжать. И они там все плакали, бедные, прощались. Это было очень трогательно. Мы очень рады, что наши дети стали лауреатами. Гордимся ими. Огромную благодарность хотели бы выразить от лица всех родителей Азиане Анатольевне и духовому оркестру Республики Тыва. В этом году в рамках празднования столетия наш духовой оркестр наше Министерство культуры организовало фестиваль
третий фестиваль международной фанфары в Центре Азии. Специально к этому фестивалю готовился сводный духовой детский оркестр, в который входили наши юные духовики, которые представляют разные школы. Из-за ковидных ограничений вживую они не смогли выступить, но вот видео выступление, видео приветствия было показано. Михаил Аркадьевич Бразгалов, президент Всероссийского духовного общества имени Валерия Халилова, увидел то, как играют наши дети, и предложил поучаствовать в тематической смене в ВДЦ «Океан». 2 месяца мы вели подготовку к тому, чтобы дети смогли не только хорошо, да, выступить, но и это, чтобы это было безопасно в первую очередь, да, перемещение детей на такие большие расстояния. К счастью, при помощи нашего правительства, Минкультуры, все у нас сложилось. Очень большая благодарность также родителям. Они стали лауреатами, достойно выступили, показали себя в рамках России. Дальше, думаю, что все будет только умножаться. И они расскажут своим одноклассникам, как круто быть духовиком. Познакомились с одними из главных действующих лиц в духовом движении России. Эта поездка даст в ближайшем будущем качественный результат в лице нового поколения, вливания в духовой оркестр правительства Тувы. Поездка в ВДЦ «Океан» с тематической сменой на юных музыкантов произвела неизгладимое впечатление, став лауреатами Всероссийского фестиваля детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары». Ребята вдохновились на еще большие творческие свершения. Айдана Холу, Буян Мангуш, Миранергит, Тува 24.